Привет, дорогие друзья! Это Зузу и канал Зузу Unique AG. Сегодня поговорим о концентрации и размышлении. Кажется, это нечто сложное и невозможное, особенно в наш современный технологический век, когда изобилие информации и быстрый темп жизни. Иногда не то, чтобы сконцентрироваться или размышлять, нет времени на то, чтобы уже доделать то, что начали, или что в списке дел. Не правда ли? А также для некоторых это воспоминания о школе или ассоциируется с тяжелой работой. Однако, если вы когда-нибудь испытывали радость от просмотра фильма или прослушивания концерта, то согласитесь, что концентрация происходит вполне естественно, если вы погружены в деятельность, которая приносит вам удовольствие. Концентрация требует не сверхчеловеческих усилий, но практики. Это навык, которым можно овладеть и который можно развить. Как и большинство навыков, чем чаще его использовать, тем совершеннее он становится. Между прочим, развивая концентрацию, вы заметите, что стали не только лучше управлять своими мыслями, но и обрели ясность ума. Способность концентрироваться и фокусировать свой мозг на какой-то определенной идее или мысли является залогом успешного использования силы мозга. К сожалению, многие заметили, что нелегко управлять мыслями. Они скачут от одной мысли к другой, и не угнаться за ними. Но необходимо тренировать свой мозг и мысли. Заставить мозг вырабатывать мысли по своему желанию и отбрасывать мысли, которые вам не нужны. Обучаясь концентрации, мы устанавливаем контроль над своими мыслями. Укрепление мозга с помощью различных приемов концентрации дисциплинирует его. И один из этих приемов является размышление. Что такое размышление? По словарю, размышлять значит углубляться мыслью во что-нибудь, раздумывать. То есть думать о чем-нибудь не спеша, серьезно и глубоко. Без глубоких размышлений невозможно приподнять завесу тайны над многими явлениями. Поэтому большинство людей имеют лишь поверхностное представление об окружающей их действительности. Возможно, что-то мы и знаем, но это что-то может быть лишь малой частью всей картины. И, конечно же, мы знаем не все. Такой пример приведем. Допустим, вы впервые пробуете неспелый помидор, и съев недозрелый помидор, вы можете утверждать, что узнали вкус помидора, и вы будете отчасти правы, утверждая, что они горькие, невкусные. Это исходит из вашего опыта. Но вот, вы теперь попробовали сочный, спелый помидор, и видите, что до этого заблуждались. Ваши знания о помидорах значительно расширились, так как теперь вы попробовали оба вида и знаете разницу. Потенциальные возможности зеленого помидора были сначала скрыты от вас. Подобным образом, теоретически знать что-то и утверждать, что знаем, это значит знать поверхностно. Лишь размышление над проблемой позволяет глубже ее постичь. Размышляя, мы используем свой мозг, словно луч фонарика, чтобы отыскать нужную информацию, пробиваясь сквозь лежащие на поверхности идеи, чтобы постигнуть скрытый глубочайший смысл. И это дисциплинирует мозг, приучая его постоянно концентрироваться на предмете размышления. Пока вы будете неоднократно пересматривать и обдумывать содержание проблемы, устанавливая скрытые отношения и обнаруживая ранее незамеченные связи. Что это означает для нас на практике? Можно размышлять над тем, что вас вдохновляет, или над тем, что хотите глубже понять. Начните с 5 минут до 10 минут и глубоко погружайтесь в мысли об этом. Но, к сожалению, ваша мысль постоянно будет блуждать то воспоминания из прошлого, то мысли о не сделанных делах, или фантазии будут помимо воли возникать в мозгу, стараясь рассеять ваше внимание. Не позволяйте им отвлекать вас. Мягко, но уверенно верните ее к предмету размышления.
Просто ваш мозг не привык к такой дисциплине. Ему проще размышлять, о чем попало и что больше нравится. А что еще поможет не отвлекаться? Конечно же, вопросы. Задавайте себе вопросы типа «Что это значит?», «Что под этим подразумевается?», «Как это должно влиять на меня?», «Какая польза?» и «Как извлечь ее?» и так далее. Было бы хорошо, если будете делать это, записывая на бумаге. Это действительно великолепная гимнастика для ума. Теперь вы управляете и направляете мозг, а не он вас. И если вы будете продолжать выполнять это упражнение в течение нескольких дней и недель, то увидите как минимум 3 пользы. Во-первых, приучая свой мозг к дисциплине и тренируя его таким образом, вы разовьете в себе способность к концентрации, станете активнее и созидательнее. Во-вторых, ваше логическое понимание станет значительно глубже. Вы обнаружите, что во время размышления у вас будут иногда возникать чувство радостного волнения и просветления, словно вы открыли нечто ценное. В-третьих, вы развиваете способность думать правильно и эффективно. Когда лучше делать эту гимнастику? Для всех она будет разной, зависит от тебя самого и от распорядка, принятого в твоей семье. Одни встают пораньше, чтобы почитать и поразмышлять, другие занимаются этим в обеденный перерыв. Кому-то, возможно, удобнее отводить для этого время ранним вечером или даже перед сном. Когда человек размышляет, важно, чтобы его ничего не отвлекало. Ему необходимо, образно говоря, остаться наедине со своими мыслями. Ведь у нас есть много причин для глубокого и серьезного размышления о важных вопросах, не правда ли? Необходимо задуматься о том, что с нами уже произошло и что происходит сейчас, а также основательно задуматься над нашим будущим. Вот такие мысли прозвучали для вас сегодня. И если есть что добавить, пожалуйста, напишите в комментариях, я с удовольствием почитаю и отвечу вам. Не забудьте поставить лайк, и если не подписаны, подпишитесь, а колокольчик напомнит вам о следующих выпусках. И все это мотивирует меня дальше стараться, делиться с вами с важными мыслями. До встречи! Пока-пока!